В курортном поселке Алагадзе в пригороде Пицунды полыхает мусорная свалка. Токсичный едкий дым распространяется ветром на 3 километра. Люди вынуждены сидеть в замкнутых помещениях с запертыми окнами. Клубы дыма высотой в несколько сотен метров хорошо заметны. На свалку в течение долгого времени завозились тонны мусора из Нового Афона и Гудауты. Свалка за несколько лет разрослась до 10 гектаров, а проблема сортировки и утилизации до сих пор не разрешена. Это проблема не Гагарского района, это проблема республики, так как Гагарский район самостоятельно не может решить. Тем более, что сейчас, после того, как закрыли в Гудаутском районе мусорную свалку, с Нового Афона, с Гудаутского района мусор привозится сюда. Едут, пленки летают, бутылки падают по каждой улице, везде мусор, а люди думают, что это сами жители вот так просто бросают, а никто не задумывался о том, что это мусоровоз, который проезжает во время ветра и все это уносит. Возмущенные жители Алагадзе неоднократно обращались к руководству района, но никаких мер по улучшению ситуации на мусоросвалке предпринято не было. В минувшее воскресенье на встрече с депутатом парламента Юрием Хагуш они заявили о намерении устроить пикет и не допустить новых завозов мусора на свалку. Также они подписали обращение к премьер-министру Геннадию Гагулия, главе администрации Гагарского района Геннадию Сичинава и главе администрации села Алагадзе Михаилу Капш. Свои подписи под документом поставили 194 человека. Инициативная группа, которая собрала вот эти подписи, которые здесь есть. Да. 194 подписи есть. И подписи собираются еще. Будет 1000, я знаю, идут люди еще подписи собирают. Ну, вы здесь слышали, мы с главой администрации приглашали мэра города, обращались к депутатам городским, предупредить президента, кабинет министров, что в Гагаринском районе центральная свалка завалена, периодически пожары там, тушить ее невозможно, весь воздух загрязнен, жители не могут своих детей выпустить во двор, люди болеют, мы это не контролируем. Этот вопрос надо решать в ближайший месяц. Надо отметить, что на территории свалки есть мусороперерабатывающий завод. Однако его мощности не хватает для утилизации отходов таких масштабов. На свалке систематически происходит возгорание мусора. Это создает невыносимые условия для проживания здесь. В связи с возгоранием мусора все село покрывается дымовой завесой. Периодически попытки тушения огня пожарными расчетами не приводят к его полному затуханию. Происходит выброс в атмосферу токсичных газов. Это усугубляется в летний период, когда нельзя открыть окна домов и фактически невозможно свободно дышать. Вот я живу 1,5 километра максимум, да, свалки. У меня невозможно жить уже все, дышать дым невозможно. Туда приходит, дети к нам, не хотят дым доходит до нас. Понятно? Мы закрываем окна, слава богу, пластиковые окна сейчас у всех появились. Закрыл, сидишь дома нормально, выходишь, все, катастрофа. А вот эти 3-4 года вообще невыносимо. Он всегда был, но сейчас... Все эти годы абсолютно Никакой реакции никто. Днем и ночью. Утром выходишь в тумане, ничего не видно, дышать тяжело, потому что всякие ядохимикаты, все это ты дышишь. Сасан ход километров, километров бежал. حكون الجلوم عن قطوش شمتان ونيجو جبشها حشو إنسو بس وشم خويا عرنا بس ونقول عن خشم حخشكوق وب بيلدزم شز دوم تو هرحر هزل دول تو يعلو يفير حط يخشكوب جديد حخوب شوم جديد هيتخم 30 лет уже нас хабацу. У меня 2 детей. Я детей лишний раз даже на улицу не выпускаю, потому что невозможно дышать этим всем. Надоело. У нас растительность богатая, очень все должно было быть хорошо, а мы дышим вот этот мусором. Убедительная просьба Краулю Джумковичу, президенту Республики Абхазия, обратить внимание, что в Гагаринском районе чрезвычайное положение со свалкой. И этот вопрос надо решать. Мусороперерабатывающий завод там стоит, но он не успевает, потому что привозят с Гудаутского района, с Афона. Свалка не выдерживает. Курортный сезон начался, мы ждем гостей, туристов, ничего не делается.
Что касается пикета, вот то, что вы говорите, нас попросили вчера пару дней дать возможность разобраться с этим вопросом. Вот так как вы ставите вопрос, если действительно я не могу вас держать и говорить о том, что не надо бойкотировать, не надо пикетировать. Вы знаете, что произошло в Гудаутском районе, как произошло. Народ встал, закрыл дорогу, перекрыл дорогу, не дали, и теперь сейчас с нового фона, с Гудаутского района мусор начали возить сюда. Понимаете? Эта проблема так не закончится, если ее кардинально не решить. Если в среду мы не услышим внятного ответа, то в четверг мы все, и не только здесь стоящие, должны в 9 часов в четверг на мусорке. Население требует, уже несколько раз ко мне приходили с тем, что будут бойкотировать, не будут пускать мусорные машины, запускать, и люди будут стоять до того момента, как закроют. Если кому-то кажется, что несерьезность намерений населения, да, там, то глубоко ошибается, потому что реально это невозможно жить. До каких пор это все будет продолжаться? Нам всем это очень интересно, потому что не просто так все люди собрались. И в четверг, как мы договаривались, то, что встанем, как надо быть, встанем. И не запустим, надоело уже. Если эти вопросы не будут сделаны какие-то шаги, в течение недели мы перекроем свалку вместе с жителями. Другого выхода нет.